Коми возбуждено первое уголовное дело в отношении пьяного водителя-рецидивиста. Напомним, с 1 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Первый нарушитель – уроженец Чувашской республики. В мае текущего года за отказ от медицинского освидетельствования мужчину уже лишали прав. Однако выводов для себя он, видимо, так и не сделал. Какое наказание теперь грозит нарушителю, выяснил Антон Булаев. В 2 часа ночи в центре города патрульный экипаж замечает подозрительную легковушку. В нарушении правил водитель «Лады» пересекает проезжую часть по сплошной линии. Кроме того, у седана не горит правая фара. Сотрудники ГИБДД включают проблесковые маячки и останавливают нарушителя. Мужчину приглашают в патрульный автомобиль для составления административного протокола. При проверке выяснилось, что водитель имеет признаки опьянения. Запах алкоголя изо рта, поведение не соответствовало обстановке. Поэтому было принято решение о проведении соответствующих процедур, по результатам которых было установлено, что он находится в состоянии опьянения. В отношении водителя автоинспекторы составили административный протокол. Также стражи порядка установили: в мае текущего года мужчину уже лишали водительского удостоверения за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время в отношении водителя-нарушителя следователями города Сыктывкара возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Эта опрометчивая пьяная поездка может обернуться для нарушителя штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Скорее всего, на первый раз нарушитель получит минимальное наказание. Однако даже штраф в размере 200 тысяч рублей, который превышает стоимость его автомобиля в 2 раза, вряд ли обрадует мужчину. С 1 июля сотрудники ГИБДД поймали более 10 водителей, которые повторно сели за руль под шофе. Силовики надеются, что введение таких серьезных санкций поможет им очистить улицы от хронических водителей-алкоголиков. Антон Булаев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар. И, как сегодня стало известно, в Коми возбуждены еще 2 уголовных дела по факту повторной езды в нетрезвом виде. Пьяных водителей задержали в Воркуте и Усинске.